Пусть Твое Слово наполнит наше сердце во имя Иисуса Христа. Аминь. Сразу откройте Матфея, 10 глава. Прочитаем один стих из Библии. И я вообще думал, готовился и думал, почему мы так мало жертвуем? Знаете почему? Не потому что мало денег даже. А знаете почему мало жертвуем? Потому что у нас нет цели. Потому что у многих из нас нет мечты, связанной с Божьим Царством, с Божьим Домом. У нас мало целей, которые бы действительно нас вдохновляли и заставляли нас что-то делать, которые были бы связаны с Божьим Царством. Это так. Я знаю, что здесь есть люди, вы знаете, что вы можете жертвовать больше. Вы знаете, что вы можете жертвовать больше. И вы бы хотели жертвовать больше, но вы не знаете, почему вы не можете жертвовать больше. Руку поднимать надо, а то на вас сосед может посмотреть и сказать: вот ты такой человек, я же тебе верил. Я говорю о том, что я уверен, что многие здесь сидящие, они могут больше жертвовать. Могут. Но почему-то что-то мешает. Даже желание бы есть. Хочется пожертвовать так, чтобы зацепило. Хочется пожертвовать так, чтобы Бог просто встал и похлопал, сказал: я не ожидал от тебя такого. Хочется жертвовать много, хочется жертвовать сильно. Почему? Чтобы видеть Божью волю. Но почему люди мало жертвуют? Потому что нет цели. Потому что нету то, ради чего мы можем жертвовать. Знаете, люди и вообще все по своей природе, и мы в частности, я вам открою секрет, когда люди приходят в церковь, они не перестают быть эгоистами, если вы не заметили на себе. Это шутка. Все люди, они эгоцентричны. Все люди, они эгоцентричны. Почему? Мы жертвуем, мы хотим что-то получить. Аминь или нет? Все люди жертвуют, и хотят что-то отдают, и хотят что-то получить. Почему? Потому что они достигли любви. Потому что любовь, она дает и назад не требует. Она не требует отдачи, не требует чего-то большего. Мы все учимся, мы все в процессе. Поэтому в Библии написано: достигайте любви. То есть это написано тем людям, которые еще не достигли любви, то есть нам. И когда мы жертвуем, мы что-то хотим получить взамен, мы что-то хотим получить от Бога. И Бог об этом знал. И Бог знает, что мы так устроены, потому что Он нас так устроил. Аминь. И всегда, когда Бог просит приносить какие-то жертвы, или всегда, когда люди в Библии приносят какие-то жертвы, Бог говорит, что «я тебя благословлю». Он говорит: за твою жертву я тебя благословлю. Он Аврааму сказал: теперь я вижу, что ты любишь меня. Теперь я вижу, и я размножаю, размножу тебя. Благословляю, благословлю тебя. Знай, что у Бога есть воздаяние для тебя. Аминь. Аминь. У Него есть благословение для тебя, для твоей жертвы. У Него есть ответ на твою жертву. Аминь. Но все-таки почему мы мало жертвуем? Знаете, человек, он не может отказаться от чего-то, от своих убеждений, от своих взглядов, от того, что если ты мало даешь, то ты мало даешь, и все. Но есть причина, почему? Потому что мы не можем сказать чему-то нет, каким-то нашим убеждениям, каким-то просто нашим привычкам, прежде не сказав да чему-то большему. Вы меня понимаете? Мы не можем от чего-то отказаться, прежде не возжелав и не захотев чего-то большего. Аминь. Человек не может оставить то, что у него есть, даже если это мало, если он не ожидает чего-то большого. Аминь. Так же самое мы не можем расставаться со своими какими-то мизерными жертвами. Почему? Потому что у нас нет ожидания чего-то большого. Вы понимаете? Кто-то понимает меня? Слава Богу. И для того, чтобы нам жертвовать сильно, для того, чтобы нам жертвовать много, и жертвовать так, чтобы Бог нам аплодировал, у нас должна быть цель, у нас должна быть мечта, ради которой мы что-то можем оставлять. Аминь. И пусть сегодня в твоем сердце будет эта мечта, появится эта мечта. Подумай, ради чего ты жертвуешь. Подумай, зачем. Знаете, когда люди жертвуют бездумно, они жертвуют 10-20 гривен. Это так, что это благотворительность. Это не жертва, это благотворительность. Это, чтобы у нас тут, не знаю, если микрофон вдруг сломается, чтобы потом через 8 молодежек мы насобирали на новый. Или чтобы потом там что-то мы могли купить, там, не знаю, воды проповеднику. Или еще что-нибудь. Это благотворительность. Я сюда хожу, тут стулья, их иногда я ломаю, и надо их ремонтировать. Не я ломаю, кто-то ломает. Кто-то их ломает, их надо ремонтировать, благотворительность такая. Я внесу свою лепту. Я тут чай пью, печеньки ем, и
Вот, я десяточку, я заплатил, это мое по праву. Это благотворительность. Но я говорю о жертве. Для того, чтобы мы все приносили жертвы, нам нужна цель. Нам нужно видение. Поэтому подумай, значит, почему ты жертвуешь? Подумай, зачем ты жертвуешь, ради чего ты жертвуешь. И когда в твоем сердце появится мечта, когда в твоем сердце появится цель, ты сможешь жертвовать много. Аминь. Кто хочет жертвовать много? Вот кто бы реально хотел жертвовать много? Миллион. Слава Богу. Но знаете, когда вы будете жертвовать много? Когда у вас будет большая цель, когда у вас будет большая мечта. И для вас не будет стоить ничего тех деньги, которые у вас в кармане, ради цели, которую Бог может вам дать, которую Бог ускорит, чтобы вы получили. Аминь. И когда мы берем свои жертвы и расстаемся ради чего-то, мы ускоряем процесс. Мы получаем благословение от Бога. Аминь. Поэтому возьми свою жертву сейчас. И пусть это будет жертва ради цели, жертва ради мечты. А чего ты хочешь? О чем ты мечтаешь сегодня? Скажи «да» чему-то большему. Скажи «да» чему-то большому. Аминь. Давайте возьмем свои жертвы и помолимся за них. Мы просим Тебя, Господь, благослови наши жертвы. Мы просим Тебя, Господь, пусть эти жертвы, они приближают нас к цели, которую Ты нам даешь, к той мечте, которую Ты нам даешь, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, благослови нас, благослови наши жертвы, умножь, Господь. Пусть Твое благословение, оно придет в наши финансы, во все сферы нашей жизни, Господь, и оно приблизит нас к нашей цели. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Господь, и славим. Аминь. Давайте жертвовать.